Здравствуйте, это новости на телеканале Тува-24. Мои коллеги и я, Инна Глоян, расскажем о главных темах. Короткий обзор выпуска. В Туве проходит мероприятие ко Дню тувинского языка. Свое 88-летие отметила Тувинская прокуратура. На родную землю прибыл победитель первенства мира по вольной борьбе Начин Мангуш. В Туве произошла авария, которая унесла 5 жизней. 26 октября днем на 92-м километре автодороги Кызыл-Эрзин в Тандынском районе произошло ДТП. Страшная авария унесла несколько жизней. Подробности в сюжете далее. На трассе Кызыл-Эрзин автомобиль марки ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Ford Focus. По предварительным данным, от тяжести полученных травм скончались 5 человек, в том числе маленький ребенок. Еще один человек госпитализирован в медучреждении в тяжелом состоянии. Сегодня в правоохранительные органы Тандынского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 92-м километре автодороги Кызыл-Эрзин, в результате которого погибло 5 человек, в том числе малолетний ребенок. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами А и В части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и лишенным права управления. В настоящее время на месте происшествия работает следственная оперативная группа, следователями проводится осмотр места происшествия и проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств. По фото и видео, которые выложены в социальных сетях, видно, что машины получили сильные повреждения. Глава республики Владислав Хавалык выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП, которое произошло на территории Тандынского района. Поручаю социальному блоку правительства Тувы оказать родственникам погибших всю необходимую помощь. Также сейчас важно выяснить все обстоятельства этого ДТП. Важно понять причины произошедшего, выработать конкретные меры по недопущению трагедий. Участок дороги, на котором произошла авария, по информации регионального Миндортранса, не аварийный. ДТП на нем раньше не случались. Но, тем не менее, госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении скоростного режима и дистанции, пристегиваться самим и использовать детские удерживающие кресла. Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Сегодня во Дворце молодежи состоялся республиканский научный форум, в котором приняли участие множество молодых и перспективных умов республики со своими идеями и проектами. С подробностями смотрите далее. Данный форум проводится в рамках десятилетия науки и технологий России и Всероссийского фестиваля науки 0+. Участники – школьники и студенты города. Основная цель – привлечь и заинтересовать молодое поколение к науке, поддержать действующих приверженцев точных дисциплин. Одним из участников форума является студент Тувинского государственного университета, который получил грант на реализацию городского проекта «Академия молодых изобретателей города Кызыла». В нем приняли участие более 150 участников. В сентябре мы провели в рамках Академии обучающий курс по изобретательству. И по результатам обучающего курса мы провели конкурс на лучшую команду изобретателей города Кызыла. Ребятам конкурс очень понравился. Очень много креативных, интересных, технических, творческих идей мы услышали. По словам Каракыз Кентены, ребята изъявили желание участвовать в проекте и в следующем году. Ведь это отличный опыт. Ребята смогут показать свои изобретения и посмотреть работу других участников. Представляли проект, облегчающий жизнь нашим студентам, то есть чтобы сделать копировальные автоматы, чтобы им не пришлось ехать в центр города. Это для студентов, которые учатся в отдаленных районах нашего города, таких как Арбита, Студгородок. Там копировальных центров вообще нет, поэтому мы придумали проект «Копировальные автоматы», самообслуживание. В рамках фестиваля науки 0+, университет представил свои научные разработки студентов и преподавателей. В общей сложности 11 проектов по 6 направлениям. Мерген Уюн, Чайхан Дунгак, Ангар Кюжигет, телеканал ТВА-24. В Туве проходят мероприятия, посвященные Дню тувинского языка. Одно из них – научно-практическая конференция «Сатовские чтения». Чем она значима в работе по популяризации тувинского языка, расскажет Айсана Саян.
На филологическом факультете Тувинского госуниверситета прошла ежегодная научная практическая конференция «Сатовские чтения». Мероприятие давно стало научной площадкой, где учителя, преподаватели, ученые, писатели и журналисты обсуждают состояние и проблемы тувинского языка и литературы на современном этапе, а также обмениваются опытом. Конференция посвящена первому тувинскому профессору Шулу Чергалову Чесату. Шулу Чергалову Чесат написал очень много научных работ, учебников, учебно-методических работ по тувинскому языку. Хотя чтения и называются сатовские, они ежегодно посвящаются разным тувинским писателям. В этом году 115-летнему юбилею народного писателя Тувы Степана Сарыгола. Лилия Сандажи, студентка 4-го курса, рассказала, что Степан Акбанович ее земляк, уроженец Авюрского района. Первое его стихотворение стало народной песней, называется «Эргеш Лепийская турда». Стихотворение было написано в 1934 году. Сразу после стихотворения, год спустя, писатель написал одноактовую пьесу. На конференции работают 4 площадки. На них обсуждают актуальные проблемы тувинского языкознания, литературы, фольклора, методики преподавания. Также обсуждают вопросы использования электронно-образовательных ресурсов в занятиях по родному языку и литературы. Я сегодня приехала в ежегодное сатовское чтение, чтобы познакомиться со своей исследовательской работой. Степан Акбанович Сарыгол, Акролдум тоже там, функционально-семантическое поле сравнения тувинского языка. По итогам конференции приняли резолюцию о переиздании книг Степана Сарыгола, поскольку на сегодняшний день экземпляров его ранее выпущенных книг осталось немного. Айсана Соян, Буян Кулар, Ангар Кужугат, РС Манкуш, телеканал Тува-24. В Кызыле прошла еще одна конференция, но уже с участием медицинских работников. Кто принимал участие, какие темы обсуждались, ответы на эти вопросы даст Мерген Айон. На конференции поднимались самые актуальные вопросы сферы здравоохранения республики и страны в целом. Обсудили задачи, которые стоят перед медицинским сообществом. Это в первую очередь уменьшение детской смертности, общей смертности населения и увеличение продолжительности жизни. Наш институт называется «Медико-социальных проблем», но 30 лет назад это была многопрофильная научная лаборатория по медико-биологическим проблемам. И все эти проблемы мы ставили основной задачей – это комплексную оценку состояния здоровья нашего населения. И, конечно, разработка именно мер профилактики, недопущения различных заболеваний, не распространения, чтобы эпидемических заболеваний не было. И, конечно же, одна из основных задач была изучение генофонда нашего народа. Одна из главных задач конференции – не забывать о значимости медицинской науки и ее развития, так как сегодня именно наука ставится во главе угла. Сейчас по капле крови можно определить, чем может заболеть человек в ближайшее время. На конференции состоялось торжественное подписание договора о научном сотрудничестве. Мы, например, сейчас с директором Института медико-социальных проблем и реабилитации с Людмилой Солчаковной заключили договор между Институтом психического здоровья Томского научного центра и Институтом медико-социальных проблем и реабилитации, в рамках которого мы будем проводить исследования распространенности, особенностей протекания, формирования алкогольной зависимости у населения Республики Тыва. Также на конференции присутствовал заместитель председателя правительства Тувы Орлан Сарыглар. Охрана здоровья населения – одна из главных задач властей всех уровней. Научно-исследовательский институт у нас проводит исследования достаточно такие обоснованные, научные для применения практической врачами. Примечательно то, что сейчас уже докторов, кандидатов наук у нас насчитывается 78. 7 докторов наук, которые работают и здесь у нас в республике, и за пределами тоже. Мероприятие очень значимое и проходит в праздничной обстановке. Впереди у Института медико-социальных проблем еще множество задач и проектов. Мерген Уюн, Чайхан Дунгак, Самдан Мергит, телеканал ТВА-24. 28 октября Тувинская прокуратура отметит 88-летие со дня образования. Коллектив надзорного органа республики вносит весомый вклад в общее дело укрепления законности и правопорядка. В честь праздничной даты прошел слет молодых специалистов. Все подробности далее.
Более 30 молодых специалистов прибыли на слет со всех районов Тувы. Сотрудников со стажем службы до 3 лет поприветствовали прокурор республики Сергей Дябкин и председатель Тувинского регионального отделения ветеранов и пенсионеров прокуратуры Юрий Бредненко. Уважаемые ветераны Республики Тыва, уважаемые коллеги, поздравляю вас с 88-й годовщиной образования прокуратуры Республики Тыва. 28 октября 1935 года на Малом Хурале Тувинской Народной Республики утверждено первое положение о государственном прокуроре Республики Тыва. Прокуратура Республики прошла непростой путь. Поздравляю еще раз с праздником. Вы честно и добросовестно несете свою службу на благо республики и государства. На мероприятии опытные работники рассказали об организации работы с молодыми специалистами, наставничестве, как залоге успешного прохождения службы в органах прокуратуры, а также об основных направлениях прокурорской деятельности. Я Широк Лена Алексеевич, освещаюсь государственным законом торжественно прямым. Свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего от них отступления. Сегодня прокуратура республики успешно выполняет задачи по защите прав граждан и интересов государства. Работники прокуратуры добросовестно исполняют свой долг и выполняют служебные обязанности. Одна из примерных работников – Наталья Грек. Общий стаж работы в прокуратуре – 14 лет, 11 из которых на руководящей должности. В системе прокуратуры Российской Федерации особым видом организации профессиональной подготовки молодых специалистов представлен такой институт, как наставничество, который нашел свое отражение в приказах Генерального прокурора и прокурора республики. Целью наставничества является формирование у прокурорских работников, впервые поступивших на службу в органы прокуратуры, правосознания, системы ценностей, профессиональных свойств личности, необходимых для безупречного исполнения своих служебных обязанностей. Но основной функцией наставников является передача профессионального опыта молодым работникам, молодым специалистам, которые не обладают 3-летним трудовым стажем профессиональной деятельности. Всего в Туве более 200 сотрудников прокуратуры. Среди них и молодые специалисты, которые работают чуть больше года, но уже с уверенностью говорят, что их цель – помогать людям. Только положительные моменты могу сказать. В органах прокуратуры я работаю с декабря прошлого года. Ранее также работал в правоохранительных органах. Почему я именно выбрал прокуратуру? Потому что я считаю, что прокуратура работа в прокуратуре очень престижна. В первую очередь, тем более для молодых, амбициозных людей, которые хотели бы непосредственно осуществлять надзор за законностью в нашем обществе. Поздравляю всех сотрудников, ветеранов, всех причастных людей с 88-летием прокуратуры Республики Тыва. Работники надзорного органа уверены, что свой юбилей отметят уже в новом здании, строительство которого завершится в 2024 году. С 1 ноября на телеканале Тува-24 стартует программа «Народ спрашивает», где будут принимать участие заместители председателя правительства Тувы и руководители республиканских министерств и ведомств. Каждый житель Тувы сможет задать волнующие их вопросы и получить на них ответы в прямом эфире. Вопросы уже можно оставлять в комментариях к нашему посту. Они будут озвучены в прямом эфире. Для участия в прямом эфире мы будем приглашать задавшего самый интересный и актуальный вопрос или выдвинувшего предложение, которое стоит обсудить. Первая телепередача состоится 1 ноября с участием заместителя председателя правительства Тувы Олега Лукина, министра топлива и энергетики республики Эдуарда Кулара, а также министра жилищно-коммунального хозяйства Тувы Мергена Мененола. Ждем ваших вопросов и предложений. Победитель первенства мира по вольной борьбе Начин Мангуш сегодня прилетел в родную республику. Чемпиона мира в аэропорту встречали родные, близкие и соратники по спорту. Продолжение темы в материале Эреса Мангуша. Еще вторые 2 балла, другие не дают. Еще 2 балла и на туше, все, тушь. Да все, туши, 11-0. Че, выбирайте, друзья, 11-0 или туше. Друзья, ну просто на одном дыхании, да, не зря мы зазывали идти Начин Мангуша, шуде, шушу, вперед, друзья.
11-0. Считай, в сухую обыграл Начин Монгуш своего последнего противника из Армении и стал чемпионом первенства мира в весе до 57 килограмм. В чемпионате, который проходил в Албании, боролись 587 спортсменов из 58 стран. 10 российских борцов выступали в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. На командном фото видно, что Начина окружают такие же, как он, опытные и боеспособные вольники, преимущественно с Кавказа. В целом, в копилке российских борцов 5 золотых медалей, серебро и 2 бронзы. В 4 весах победили американцы и 1 золото выиграл турецкий борец. Чемпион! Начин! Чемпион! Начин! Чемпион! А на этих кадрах, сделанных в пятничное утро, Начина Монгуша встречают родные, друзья и спортивные коллеги. Рядом с чемпионом его тренер Алибек Хамушку, который сопровождал и сильнее всех болел за него в первенстве. С аэропорта Начин Монгуш приехал в свой родной спортивный зал «Автомобилист», в котором он вырос как первоклассный атлет. Здесь, в спокойной обстановке, он рассказал, как проходило для него первенство и что он сейчас чувствует. На лице у Начина свежие раны. Наглядный признак того, через что ему пришлось пройти к золотой медали. После отбора на первенство России, как мы отобрались, выиграли путевку, мы готовились 2 недели дома и потом 2 недели в городе Владикавказ проходили заключительный сбор на первенство мира. И оттуда, с Владикавказа, выехали сразу на Тирану. До финальной встречи у меня было 4 схватки. 1 квалификация, 1 8-я, 1 4-я и полуфинальная. Особо так не следил, но самый титулованный был спортсмен из Киргизии. Там пару схваток посмотрели, подготовились к чему быть. Как признается сам Начин, с присущей ему скромностью, сейчас он не чувствует себя чемпионом. Возможно, осознание того, что он лучший вольник мира в своем весе, наступит со временем. Однако в своих силах и победе в первенстве Начин не сомневался. Очень ощущалась поддержка родных и близких всей республики. Все поддерживали, все так ждали. Я думаю, я внес хоть какую-то пользу своей республике. Подрастающим спортсменам золотой медалист желает усердно тренироваться, с режима не сбиваться и двигаться вперед. Такие же наказы дает его тренер Алибек Хамушку. Я спросил, какие чувства испытывает настоящий тренер, когда его ученик добивается таких высот. Я всегда, даже в семейной жизни, приоритетом ставил своего ученика и свою работу. И моя супруга тоже никогда против моей работы ничего не говорила. И также у меня, у младшего сына температура доходила плюс 137. Я всегда уходил на тренировки, и чтоб всегда думал я точнее, что за нами весь народ нашей республики наблюдает. И когда я имею звание заслуженного тренера, и вот это надо все равно к народу показать, к чему я достоин и почему мне присвоили звание. И Начину то же самое, чтобы он, если доказал себя хорошим борцом, он еще должен амбиции свои показывать своему народу. Опытный тренер заодно рассказал о спортзале «Автомобилист», кузнице чемпионов. На сегодняшний день у нас результат отделения такой получается. 3-й чемпион мира по вольной борьбе. А первым был Хазрык Саин, и 2-м Кулар Начин. И 3-й был бронзовый призер. Но он до золота не дошел, но бронзовый призер это Чамбак Ижик. И вот 3-й из золотых получается Начин. В ближайших планах у чемпиона и тренера участие в Ярыгинском турнире, который пройдет в Красноярске в начале следующего года. Напомню, что Начин Монгуш и его тренеры будут гостями в программе «Интервью дня» телеканала ТУВА-24 на следующей неделе. Арес Монгуш, Ангар Кужугет, телеканал ТУВА-24. Ассоциация автошкол Тувы совместно с Министерством дорожно-транспортного комплекса сегодня организовали республиканский конкурс «Лучший инструктор вождения», приуроченный ко Дню работников автомобильного транспорта. Подробнее расскажет наш корреспондент.
На базе Кызыльского транспортного техникума проходит республиканский конкурс «Лучший инструктор вождения», посвященный ко Дню работников автомобильного транспорта. Соревнование состоит из 2 частей. Перед началом конкурса провели подробный инструктаж и ознакомление участников с заданиями. Первый этап – проверка знаний участников правил дорожного движения. Начался первый этап конкурса – это сдача теоретического экзамена. На данном этапе кандидаты сдают 20 вопросов за 5 минут. Максимальное время. То есть у кого больше отвеченных вопросов, у того и больше баллов будет. Второй этап состоит из 10 упражнений по проверке практических навыков вождения. На этом этапе конкурса счет идет не только на время, но и на правильное исполнение каждого упражнения. Этот конкурс мы приурочили к празднику День автомобилиста и для того, чтобы повысить престиж этой профессии. То есть те, кто учат других ездить, должны сами хорошо все и правила знать, и ездить хорошо, они научат хорошо, и, соответственно, и аварийность будет меньше. Всего за звание «Лучший инструктор вождения» боролись 22 участника из числа работников автошкол Тувы. Победу одержал Айдыс Сапык, инструктор вождения автошколы Кызыльского транспортного техникума. Айдыс Зарыкча, Буян Оюн, Дарина Даргат, телеканал ТУА-24. 2 ноября в Национальном театре имени Виктора Кокола пройдет первый фестиваль-конкурс для дизайнеров одежды и шерсти «Тыва Дукфест». В программе мероприятия выставка-конкурс народно-художественных промыслов и открытие фестиваля. Более подробно смотрите далее. Межрегиональный фестиваль-конкурс для дизайнеров одежды из шерсти «Тыва Дукфест» проводится совместно с несколькими профильными министерствами. Он направлен на развитие творческого потенциала, формирование профессиональной среды дизайнеров, создание зоны их сотрудничества, а также производителей индустрии моды на примере создания модных современных образов из натурального сырья шерсти. Мы представляем овцеводческий регион, и для нас важно, чтобы труд наших овцеводов не пропадал, как это сегодня происходит, к сожалению, а был востребован, чтобы была переработка шерсти, чтобы эта шерсть использовалась и в каких-то промышленных предприятиях, при промышленных объемах переработки, в том числе в креативных индустриях. Всего участников 42. Работы конкурсантов будет оценивать жюри, в составе которого будут эксперты из Минпромторга России, ключевого вуза легкой промышленности университета имени Косыгина, а также предприятия Мехаритекс. По обработке шерсти также имеются критерии по сухому валянию и по мокрому. Все-таки технология мокрого валяния – это более сложная технология. Мы очень надеемся, что за 3 дня работы эта сложная технология закончится, завершится, и мы увидим все-таки уникальную работу будущих мастеристов с вами, да? Потому что это очень такая трудоемкая работа. Напомним, фестиваль пройдет 2 ноября в Национальном театре Тувы. Айдана Сенденмачай Хандонгак, Азамат Ачур, телеканал ТУА-24. Сегодня в Национальном музее республики в дар были переданы личные вещи архиепископа Корейского Феофана и другие церковные предметы. Кроме того, на мероприятии было подписано и соглашение. Какие стороны договорились о сотрудничестве, смотрите далее. Головной убор, называемый клобук, это часть монашеского облачения, но чем он отличается от простого монаха? Тем, что вот видите, в передней части его сделан крестик. Это как раз признак именно звания архиепископа. Богослужебное облачение, жезл, головной убор, старинные книги, личные вещи архиепископа Феофана и другие церковные предметы сегодня передают в дар на хранение Национальному музею республики. Можно сказать, в истории это впервые, когда церковь добровольно передает в дар свои предметы. До этого они обычно конфисковались. В числе передаваемых предметов это одеяние епископа Феофана. Это очень древние церковные книги. Одна из них 1904 года, другая книга 1916 года выпуска. Передаются награды, которые присуждены церкви. И все эти предметы, конечно, представляют собой как церковную ценность, музейную и предмет искусства. В своей приветственной речи директор Национального музея отметил, что для хранителей истории это значимое событие. Церковные предметы, которые сегодня передают, станут основой для формирования отдельного зала православия, которого до сегодняшнего дня не было. Все предметы, православные предметы, которые хранятся у нас, это, скажем прямо, конфискаты. То есть все, что собрано было
во время репрессий и гонений на церковь тяжелые прошедшие годы. Для нашей многонациональной республики неправильно будет, если есть зал отдельный шаманизма, зал отдельный буддизма, а отдельного зала православия до настоящего времени нет, но православные предметы представлены в отдельном зале вместе с традиционным русским бытом. В многонациональной республике мирно соседствуют представители разных конфессий. Музей – это место, где можно окунуться в атмосферу разных культур. Для нас сегодня и честь, и радость участвовать в этом мероприятии, поскольку мы становимся также частицей культуры многонационального, разнообразного народа, который населяет Республику Тыва на сегодняшний день. И наша республика является тоже уникальной. Мы ее любим, мы на ней живем, мы на ней трудимся и стараемся внести свою лепту в то, чтобы все люди, которые здесь жили, соприкасались и с историей, и выстраивали гармоничные отношения. Личные вещи архиепископа Феофана и другие церковные предметы после предварительной подготовки в следующем году будут выставлены в православном зале Национального музея. Кроме того, в рамках мероприятия Национальный музей и Кызыльская епархия подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Айра Асад, Владимир Суртуки, Азамат Очур, телеканал Тува-24. В Туве мероприятия в честь года педагога и наставника продолжаются. Так, сегодня в Национальном театре прошел республиканский конкурс по бальным танцам среди педагогических работников республики. Сегодня тот самый день, когда привычная офисная строгая одежда педагогов сменится на пышные бальные платья, яркий макияж и туфли. В Национальном театре проходит республиканский конкурс по бальным танцам среди педагогов со всей республики. 10 муниципалитетов, 51 пара и 3 возрастные группы. В республиканском конкурсе по бальным танцам участвуют работники системы образования почти со всех районов. Как признаются сами учителя, на подготовку потребовалось несколько месяцев. В этот конкурс мы готовились, получается, тоже где-то около 3 месяцев готовились. Победили в муниципальном этапе и вот пришли сегодня побороться за места. Я преподаю английский язык, уже работаю в Сукпасской школе, уже 3 года уже работаю. Такие мероприятия необходимы для учителей, так как учителя, они нагружены, так скажем, да, работой, у них работа, но а вот когда такие мероприятия есть, это очень хорошо, это отвлекает от работы, то есть учителя, мы таким образом отдыхаем. Блеск, грация и красота. В республиканском конкурсе по бальным танцам Тандинский район представляет 3 пары. Наша категория старшего возраста, мы танцуем фигурный вальс и русско-лирическую. Я, например, волнуюсь, как Наташа Ростова на первом бале. Да? Я преподаю русский язык, литературы. Я работаю в сельской межреческой школе 43 года. Это очень прекрасное, красивое мероприятие. Вот это вот мероприятие для учителей надо продолжать и развивать. Как сообщила министр образования Тувы Елена Хардикова, подобный конкурс проводился в 2016 году. И вот после столь долгого перерыва учителя вновь соревнуются в танцах. Муниципальный этап позади, а это значит, что сегодня собрались лучшие из лучших. Принимают участие в конкурсе сегодня, вышли в финальную часть семейные пары. Очень здорово, что коллеги от молодых педагогов до гранд-сеньор принимают участие, и я уже чувствую, что паркет вас ждет. Желаю каждому из вас победы внутреннего. Вы уже победители, потому что приехали на этот конкурс, потому что принимаете в нем участие. Желаю получить вдохновение, желаю получить удовольствие от этого. В зависимости от возрастной группы участники представляют несколько танцев по разным направлениям, в числе которых тувинский вальс и московская кадриль. Больше всего участников представил Менгундагинский район. Из отдаленного Кажуна приехали 12 пар. Побольше бы таких мероприятий, говорят участники.
Мы готовились в течение недели всем коллективам. Руководитель у нас педагог дополнительного образования, хореограф Саглая Маковна. Костюм у нас шили все коллективы, наши педагоги, учителя технологии, в том же и технические работники. У нас работа очень в настоящее время очень насыщенная, но мы успевали. Мы все активно репетировали. Смена деятельности, перевоплощение и новые эмоции всегда помогают перезагрузиться, особенно в такой сложной профессии, как учитель. Несмотря на занятость, педагоги усердно репетировали после уроков, и каждая пара достойно представила свою родную школу. Айра Асад, Владимир Сюртукия, Азамат Очур, телеканал Тува-24. В Туве продолжается сбор осенней гуманитарной помощи для участников СВО. Накануне Региональный народный фронт совместно с артистами Национального театра провели благотворительный показ спектакля «Навстречу мечте». На показе побывала и наша съемочная группа. Главный посыл спектакля – быть неравнодушными и заботиться о своих близких. Именно поэтому спектакль идеально подходит для благотворительного показа в поддержку военнослужащих из Тувы. Мероприятие собрало свыше 600 зрителей. Мы видим, что сегодня аншлаг. И сегодня зрители, они не просто пришли посмотреть спектакль, но они участвуют в нашем гуманитарном сборе для бойцов СВО. И мы, конечно, благодарны и нашим актерам, и нашим зрителям за то, что они поддержали этот наш гуманитарный сбор. Нашумевший спектакль «Чугланкен Кузел» о тяжелых судьбах детей-сирот со дня премьеры вызвал в сердцах зрителей бурю эмоций. Билеты раскупали моментально. Постановка заставляет задуматься и учит ценить в жизни каждую мелочь. Социальная драма пользуется популярностью у зрителей. Желающих посмотреть спектакль все больше. Я считаю, что такие мероприятия необходимы для жителей Кызыла, так как такие мероприятия, они объединяют людей и показывают значимость для всего народа СВО, что мы должны быть вместе, что мы должны выстоять. На спектакль «Чугланкен Кузел» я посещаю уже 3-й раз. Каждый раз я прихожу за такими эмоциями, как сопереживание. Я постоянно болею за каждого героя, за каждого человека, который находился, скажем так, в этом не самом хорошем детдоме. Я считаю, что такие благотворительные концерты в помощь нашим бойцам. Такие благотворительные мероприятия нужны. И об этом спектакле я очень многое наслышана. Говорят, что прям очень-очень трогательный спектакль. Все вырученные средства пойдут на поддержку бойцов, участвующих в СВО. По заявке от 55-й мотострелковой бригады приобретут специальные технические средства, которые очень востребованы у солдат на передовой. Сегодня у нас благотворительный показ спектакля «Чугланкен Кузел». Весь зал у нас заполнен, все билеты проданы. Как мы уже говорили раньше, что все вырученные средства с этого спектакля пойдут через благотворительный фонд ОНФ нашим ребятам, которые сейчас находятся в зоне СВО. Организаторы отмечают, что в регионе повсеместно проходят акции в поддержку участников СВО. Собирается гуманитарная помощь. Чтобы сделать ее более эффективной и целевой, нужно продолжать объединять усилия. Айдана Сенденма, Буяно Юн, Дарина Дарга, телеканал Тува-24. У меня на этом все. Вы смотрели ежедневный выпуск новостей телеканала Тува-24. Я, Инна Клоян, с вами прощаюсь.